Добрый день, уважаемые зрители, слушатели, читатели интернет-журнала «7 на 7». Сегодня опять у нас программа «Не воробей». На этот раз тема у нас нефтеразливы и то, как они каждого из нас касаются. Говорить мы об этом будем с общественником из Ижмы, с Николаем Братенковым. Насколько я знаю, Николай, вы еще член комитета по спасению Печоры, или я ошибаюсь? 25 лет. Вот. Я один из создателей этого комитета. Вот, один из создателей комитета по спасению Печоры, который, собственно... И первый его председатель. И первый его председатель. Комитет по спасению Печоры сейчас тоже делал замеры о том, сколько нефти попало в воду, сколько вылилось на этот раз, насколько я понимаю, во время этой аварии, которая произошла в начале апреля. И с нами еще эколог Евгений Витишко. Я вот его что-то не вижу. Николай, вы как видите его? Я вижу его портрет. Хорошо. Давайте тогда просто начнем с самой аварии, расскажем, что это так было и почему это так важно, потому что, насколько я вижу, официальные, по крайней мере, СМИ, конечно, не пытаются это замолчать, но как бы если смотреть за ними, то информация непонятна, почему она так важна, что в этом инциденте насколько важного, что в нем затрагивает всех, что затрагивает простых там жителей Ухты, Ижемского района и других населенных пунктов. Ну, я скажу так, что, в общем-то, население было спокойно, потому что особо такого официозные источники не такого сообщали. Но дело в том, что у нас свои общественники практически везде есть. В том числе в Ухтинском районе очень активные, к примеру, как Торлопов. И вот как только появилось это известие, то он сразу на лыжи и вперед на Войвож. И поэтому мы практически иногда знали больше, даже чем, может быть, официальные власти, но, по крайней мере, далеко не отставали. И для нас то, что он рассказал, и потом то, что начали говорить, это было шок для тех, кто понимает, потому что мы 25 лет этим занимаемся. И вдруг представьте себе, более сотни тонн в такую реку, как наша Ижма. Это для нас, понимающих дело, в какой-то степени было бы, как бы сказать, между аварией на Колве в 2014 году, когда Русь-Петра выпустил где-то около сотни тонн. Да. И это нижняя, как говорится, граница. И верхняя граница — это 94 год, трагедия Усинска. Вот где-то вот, наверное, мы вот считаете, что посередине, потому что практически потом, как мы узнали, действительно 360 тонн по нашим подсчетам как минимум ушло в реку. Поэтому мы, конечно, сразу сориентировались, что это такая авария, которой в Ижме вообще не было, и поэтому мы сразу решили собраться вместе в субботу и обсудить эти вопросы. Но прежде всего обратились Лукойл, чтобы они разрешили нашему общественнику Торлопову Валерию Петровичу пропуск дали на Лукойловскую промзону новую, эту Ярикскую. Однако, несмотря на то, что мы связывались с довольно высоким начальством, Макаровым, который является руководителем отдела по связям с общественностью Лукойлаком, мы не смогли добиться этого. И поэтому мы еще более убедились, что нам надо собираться и разговаривать. Что для нас это большая катастрофа. Николай Терентьевич, насколько я знаю, насколько я помню по, собственно, постам Валерия Торлопова, его не пускали, но при этом ему говорили, что у нас на участке все в порядке, никаких прорывов нет и нефти нигде нет. При этом все-таки не пускали. Далее был такой очень интригующий момент, значит, когда он обходил там окрестные леса, он обнаружил такие ложные ловушки, якобы для того, чтобы выловить нефть из каких-то вот тех самых старых скважин, о которых так говорит сейчас Лукойл. Это якобы не их вина, а есть старые скважины заброшенные, вот, которые могли прохудиться каким-то образом. Я по этим ловушкам скажу, это вообще-то, честно говоря, на мой взгляд, генеральная линия Лукойла. Это называется по-другому прятаться за спины других. Делать вид, что не виноваты они, делать вид, что кто-то виноват. Это было и когда были
у них и другие аварии. Это всегда, они считают себя правыми, только они виноваты. Хотя было на 100% понятно, если ручей течет и втекает на эту промзону и вытекает, и если у нас Торлопов посмотрел верхнюю часть участка, и там нету на этом ручье никаких следов, а вдруг на нижней части много-много-много нефти, и их чистят, то спрашивается, где источник. Понятно, что источник в промзоне. Однако у Лукойла есть ну, как бы генеральная линия от всего отказываться. Вот я так считаю. Расскажите, пожалуйста, поподробнее. Многие до сих пор не понимают, а в чем, собственно, опасность. Ну вот вытекла нефть. Что такого страшного? И чем это отличается, например, вот от предыдущих случаев, когда нефть не в воду попадала больше, ну в воду, наверное, тоже что-то попадало, да? Но не в таком количестве. Но не в таком количестве. Да, вот когда поджигали пару лет назад, там была история возле недалеко от Члия-Юра, нефть горела. Чем вот нынешняя ситуация, в чем ее отличие? Ну, наверное, в том, что если человека запереть в комнату и так, чтобы воздух не был нигде пропущен, то, соответственно, долго он там не выживет. В таком положении оказалась вся живность в Вижме, потому что сверху пленка и кислород не поступает. И поэтому любое растение, любая рыба, наверное, вверх жаблами выплывет. Вот первые, так сказать, отзвуки. Мы сейчас обзваниваем всех рыбаков. Увы, обыкновенно после ледохода бывает, что мешками ловят язя, а сегодня нигде никто ничего не может выловить для того, чтобы дать на пробу. Единственный вариант нашли в Машуге, 3 рыбки поймали. Ну, съели, а потом отрыжка была гудроном целый день. Вот они и сообщили об этом, понимаете? Вот вам, пожалуйста, уже ответ, что такое нефть в таких объемах для нашей реки Ижма. Когда речь идет об объемах, все-таки, вот смотрите, про 100 тонн эти данные дал Greenpeace, а наша Минприрода говорила про 30 с чем-то кубометров нефтесодержащей жидкости. Тут я хочу спросить, наверное, попросить Евгения к нам присоединиться, почему власти так занижают эти данные, казалось бы, им чего бояться. Понятно, что данные нефтедобывающие компании будут занижать. Лен, меня видно вообще? Мне пока нет, но я, наверное, вот сейчас увижу. Ну, я просто... Ну, мне тоже... Ну, что я хочу сказать, что это, в принципе, та тенденция, которая в последнее время, ну, последние лет прослеживается на всей территории Российской Федерации. То есть нефтяные компании, не скажу, что Лукойл гадит больше всех, то есть все-таки по подсчетам Greenpeace и многих общественных организаций, то есть занимающихся экологией, то есть большинство вреда наносит все-таки Роснефть. Это обычная тенденция, то есть в последнее время, что, во-первых, сложно достаточно установить источник поступления нефтепродуктов, как в воду, так и на прилегающей территории рядом с объектами, как эксплуатирующими нефтяные скважины, так и непосредственно перерабатывающими, то есть рядом с нефтеперерабатывающими заводами и прочими там, складскими емкостями. Здесь ничего странного нет. То есть задача, во-первых, уменьшить ту величину, которую дальше придется компенсировать за фактический ущерб, и, соответственно, минимизировать свои затраты в первую очередь. И, по крайней мере, сказать, что все в порядке. То есть, безусловно, мы с вами понимаем, что большинство вообще вреда окружающей среде наносят именно нефтехимические компании. Так как у нас это основной источник дохода бюджета Российской Федерации, то есть, ну, по примерным подсчетам, то есть он от 50 там, до 62% в целом, и рассчитывает на то, что подобные предприятия и подобные переработка, добыча, поиск нефтяных залежей, то есть будут абсолютно безопасны для окружающей среды, то есть, ну, не приходится. Это как вот, если мы с вами эксплуатируем машину, то есть, ну, все-таки теоретически мы предполагаем, что когда-то мы
Звук иногда у вас пропадает, Да? Евгений, да. То есть, ну, вести. Так что здесь мы иллюзий не питаем. И я думаю, тактика Лукойла, она как раз коррелируется в целом с той тактикой и стратегией, которые ведут все промышленно опасные объекты Российской Федерации. То есть, во-первых, потому что, так как нефтяная и газовая отрасль является бюджетообразующим, то есть за счет этого экономические такие монстры, они имеют достаточно много власти, то есть имеют возможность давить на те организации, которые должны их контролировать. Ну, это и Санэпиднадзор, то есть и Росприроднадзор. То есть и здесь та структура, которая предоставляет в эксплуатацию там лицензионный участок, ну, в том числе и Яриду, да, то есть в данном случае, то есть она заинтересована гораздо в увеличении количества, то есть добычи нефтепродуктов, то есть, соответственно, транспортировки, переработки, так как это прямые поступления в бюджет, в том числе бюджеты муниципального образования и бюджет республики. Поэтому на объективное расследование, то есть данного инцидента, то есть рассчитывать не приходится. То есть, говорю, как показала практика, это все надо кропотливо доказывать и просто вот уже прижимая к стенке конкретного загрязнителя, в данном случае Лукойл, то есть объяснять, что на самом деле вывоз действительно там 300, там 500 тонн, то есть это катастрофа уже не местного значения, то есть это не какие-то там 30 тонн жидкости, ну, гораздо большего. То есть уже загрязнено несколько территорий, как минимум нескольких муниципальных образований. То есть даже вне зависимости от объема, то есть так как муниципальных образований несколько, значит это уже региональная катастрофа, то есть которую требует регионального внимания. То есть и апеллировать, я думаю, не стоит к главе Ухты, да, уже к новоизбираемому главе Республики Коми, да, то есть выборы у нас не за горами, поэтому я считаю, что многие вещи иногда стоит, такие как это, иногда стоит переводить в политическое русло. И поэтому просто жестко ставить вопрос о том, что, кто способен, да, то есть и сейчас идут праймерис, Единая Россия, там, Справедливая Россия, там, прочих политических партий, кто способен помочь общественности разобраться, что произошло, да? Я поясню еще раз эту... Хорошо, алло. Немножечко пропадает у нас Евгений. И какие последствия будут дальше, да? То есть мы просто в силу специфики того, что общественность, в том числе вот, там, Николай и Комитет спасения Печоры, заинтересованы в том, чтобы такие аварии больше не повторялись. Это раз, да? То есть сейчас мы с вами достоверно не можем установить источник, что произошло. То есть если взять как версию, да, то есть то, что утверждает Лукойл, то есть произошли там самоизлияние там двух каких-то скважин, которых рядом на прилегающей территории 300. Мы прекрасно с вами понимаем, что скважины без давления просто так изливаться не могут, да? Значит, что-то произошло такое чрезвычайное, что эти скважины просто, раньше это не стояли, с них уже выкачали все, что могли, а сейчас они вдруг каким-то образом перелились через гостевую свою часть. То есть этого не может. Значит, причина кроется в другом. То есть сама технология, вот сейчас вот до разработки Ярикского месторождения, она предполагает, да, то есть закачку там пара в пласт. Значит, давление было такое, что оно позволило излиться. То есть и вопрос, куда оно излилось, сколько излилось, какой нефти излилось, то есть, потому что это принципиально важно, потому что, как мы знаем, Ярикская все-таки тяжелая нефть, и большинство этого нефтепродукта может вообще лежать на дне реки. И то есть бесконечно долго происходить вот это влияние на дальнейшие экосистемы. Уже мы, как с вами установили, да, то есть и Ухты, и Ижмы, и дальше Печоры, и дальше еще там Северного Ледовитого океана. То есть, может, мы с вами в результате этой катастрофы потеряем завтра Сёмгу, то есть полностью, да, то есть Печоры. А причины так и не локализовали. Поэтому я считаю, что вопрос сейчас максимально стоит поставить так ребром. То есть все вот запланированные мероприятия, которые планирует провести там и Комитет спасения Туапсе, и общественники там заинтересованы в объективном расследовании, то есть по поводу митингов, это безусловно нужное дело. То есть
нужно подключать как можно больше международных организаций, у которых есть опыт именно принуждения, признать свою вину. То есть такие есть. Я хочу сказать, что на самом деле и British Petroleum, там, и ExxonMobil, то есть многие компании, их тоже задача, там, где они добывают нефть, то есть занизить ее количество раз, то есть не объяснить причины, то есть произошедшего два. И эта тенденция, она даже не российская, она мировая. Другой вопрос, что мы живем с вами в том мире, в интегрированном мире, в котором мы можем позволить себе помимо общения еще делать какие-то действия, то есть международного плана. Поэтому я готов способствовать в этом направлении, то есть продвижению этой темы и помогать вам именно в объективном расследовании причин данной катастрофы. Плюс потом уже Лена, наверное, сказала, то есть я учился в Ухтинском индустриальном институте, я был на Яриге, на Вайвоже, то есть знаю Печору. Поэтому это все мне близко, я люблю эти края, благодарен тому, что судьба мне дала возможность познакомиться с Коми. Я люблю Коми. Вот так вот в целом, если для начала. Мы тоже, я думаю, Николай и я любим Коми. Николай, я сейчас вам дам слово. Я хочу задать именно вам сейчас вопрос. Перед этим я хотела бы сделать просто небольшую ремарку. Этот нефтеразлив, конечно, далеко не первый у нас в Коми, мы уже говорили об этом. То есть идет действительно такая серия, череда нефтеразливов. Нефтеразливы происходят не только в Коми. И если мы, в чем опасность замалчивания этого инцидента, вроде бы, казалось бы, не такой густонаселенный регион, ну кому вроде здесь особо это повредит, кругом тайга, все это как-то переварится. С другой стороны, если продолжать это замалчивать, естественно, таких случаев будет все больше и больше и больше. В конце концов, да, мы можем потерять всю Семгу, мы ее уже достаточно потеряли, и можем потерять много чего еще. Вот. Николай Терентьевич, я хотела бы спросить у вас, собственно, об этих цифрах, о том, что вот говорилось, Комитет спасения Печоры назвал цифру 380 тонн пролившейся нефти. До этого назывались цифры меньше. Вы могли бы немножко пару слов сказать о методике, как вы поняли, как вы получили эту цифру? Вопрос понятен. Я лишь только хочу добавить, Витишка, следующее, что мы в какой-то степени еще надеемся на то, что, выйдя на международный уровень, а один раз нам это удавалось в 2014 году, благодаря тому, что и Аль-Джазир нам помогал, и сами мы ездили в Санкт-Петербург, встречались с журналистами. Наша задача была в том, чтобы международные организации не давали кредитов под такой малый процент тому же Лукойлу, покуда он не поправит положение с экологией. Вот. Это первое. Ну и теперь по нашим расчетам. Значит, у нас есть люди, которые заканчивали Ухтинский индустриальный институт, и они нам помогают во многом. Так вот, они расчет сделали на основе официальных данных. Дело в том, что после того, как нефть пошла, нам начали давать данные, сколько миллиграммов в литре воды находится нефти в той же Яриге. И потом начали говорить, что это уже даже больше, чем 3 миллиграмма, а это ПДК. И потом дошло до того, что более 20. Мы контролировали эту ситуацию и, зная в единице объема, сколько нефти, умножаем на дебит реки, а он известен, то получаем ту цифру каждый день, сколько протекает вот через Яригу. И в итоге у нас получилась цифра даже намного большая, чем 360, но, как говорится, чтобы у нас уже никаких ошибок не было, ее уменьшили даже на 40%. То есть вот 360 это за счет официальных данных по ПДК, по превышению ПДК сколько миллиграмм в одном литре, умножением на дебит реки. Поэтому это очень нормальный подход, он применяется везде, и здесь преувеличений со стороны общественников нет. Вы поняли? Да, я поняла. Почему же тогда такие низкие цифры называют официальные источники? Ну, во-первых, почему? Вот если нашкодит маленький мальчик, он всегда говорит: мама, это не я. Вот у нашкодивших мужчин, если за спиной кошелек, то реакция такая же.
это не я, а если и я, то всего-то ничего. И вот уже Евгений сказал, что власти-то у нас в некоторой степени зависимы от нефтедобывающих организаций. Поэтому они как бы не только вместе строят бюджет, но и вместе строят политику в силу своей зависимости, уменьшая реальную картину. На мой взгляд, так. Нам, я насколько понимаю, нам нужны какие-то конкретные методы борьбы. У меня сейчас вопрос будет к вам обоим. Дело в том, что, понятно, добывающим компаниям выгодно не менять ничего в своей работе, сокращать по возможности издержки, минимально заботиться об экологии, продолжать работать дальше так же, как они работали. Не обновлять там какое-то оборудование, не набирать куда-то побольше людей и так далее. Это будет продолжаться и продолжаться и продолжаться. Как быть в этой ситуации? Что конкретно мы можем сделать сейчас, кроме того, что уже называлось? Вот прямо план действий. План действий. Ну, план действий у нас созрел, когда в 2014 году у нас была авария и сожгли нефть где-то 1,5 дня черным дымом за 15 километров было видно. У нас тогда план действий был такой, что методы другие не действуют, нужны политические, причем резкие. И люди с 20 сел собрались на митинг первый раз, и именно выйти на уровень международный с тем, чтобы реакция международности была вот на такие вещи. И на этот раз мы точно так же решили на своем комитете, что мы будем на этот раз действовать не одной забастовкой, не одним митингом, а прямо целой серией акций. И я думаю, что это будет нормально. В Ухте будет митинг, в Вижме будет митинг, в Томе будет митинг, а к нам уже стали присоединяться усинские товарищи. Сегодня мне сообщили, что заявку подал Мутный материк на 50 человек, пикет. Есть там еще товарищи, но еще они не дали, поэтому я их не буду пока про них говорить. Но вот таким вот массированной атакой протестных акций выйти на самые высокие уровни, потому что, как я понимаю, правительству очень невыгодны такие митинги и протесты, и поэтому в какой-то степени обратить на себя внимание. В противном случае нас просто, как мелкий народец, который не очень нужен, будут дальше вот так обливать нефтью, заливать нефтесодержащей жидкостью. Николай, у меня к вам вот два вопроса. Во-первых, когда все эти митинги планируется, что они пройдут? И во-вторых, это очень всех интересует. А если вы не получите на них разрешение, вообще такое возможно? Вот не дадут санкции? Объясняю. Не вопрос, объясняю. Дело в том, что у нас приличный опыт проведения таких акций, и поэтому мы, зная законодательство, делаем все, что к нам прицепиться было нельзя. Соответственно, мы переговорили с теми людьми, которые желают в Ухте, значит, в Томе, в Мутном материке, и мы дали полные консультации. И поэтому маловероятно, очень маловероятно, что нам их запретят. Максимум, что они могут поменять место, на котором месте мы хотим провести эти акции. И все, потому что остальное, вплоть до красных повязок, вплоть до медицинского работника, и вплоть до всех мелочей, нашим опытом учтены. И это вполне нормально. Значит, будет 5 числа первый митинг в Вижме. Я думаю, там будет минимум как 150 человек. Второй митинг будет 6 числа в Ухте. Там, наверное, будет не меньше. Правда, в поселке Том, он маленький, там будет меньше. 6 числа также будет это человек 50-60. Ну и в Мутном материке 7-го пикет будет. Вот на сегодня они собирались, разговаривали человек 50. Остальное потом сообщим. Я хотела еще спросить вот что. Были ли попытки обговорить как-то ситуацию у общественников непосредственно с Лукойлом? Договориться и о реакции Лукойла на эти попытки. Может, они пойдут навстречу как-то? Все-таки. Они нам идут навстречу 25 лет. Идут и идут, и идут, и никак не можем встретиться. Это первое. Второе. Сразу, как мы узнали про этот вопрос, мы вышли на нашего, вот уже говорю, лесника Торлопова. И Торлопов был согласен на то, чтобы пойти вместе с
лукойловцами и проверить. Потому что если с истока нет нефти, а после прохождения промзоны Яриги выходит нефть, то понятно, что нигде, кроме как там, нефть прийти не может. И в результате дальше, что было? Я связался с Макаровым, это заведующий отделом с общественностью, для связи с общественностью, и дал телефон Торлопова, сказал, вот всего-то навсего, чтобы ваши же алиби были очень достоверными, пожалуйста, отвезите. Если у вас нет машины, у него есть машина, и он пройдет 2,5 километра, которые ручеек этот пересекает промзону. И все, и никаких вопросов, и мы все снимаем вопросы. Ответ, это не от меня зависит, я буду разговаривать с начальством и так далее, и так далее. Ну, и так они до субботы нас не пропустили туда. Даже Торлопов пытался в хвост пристроиться официальной делегации, чтобы незаметно пробраться. И тут его быстренько от делегации оторвали. Вот, сказали, нельзя ни за что. И потом уже мы вышли на и Макарова снова, и на Полшветкина на комитете. И выдвинули, ну раз вы до сих пор нам не разрешили, дайте нам 4. Мы 4 человека даем. В понедельник, 25-го, возьмите их с собой, чтобы они, дети, 2,5 километра отшагали. Точно так же прямо на комитете через громкую связь они сказали, что будем этого добиваться. А в понедельник случилось то, что всегда случается. Нам не разрешили зайти, кроме одного человека. Остальных испугались очень сильно, видать, я не пойму. Взяли нашего Торлопова, но за то время короткое, когда они были в промзоне, отшагать все 2,5 километра, конечно же, он не смог. И, значит, единственное, что он исследовал вместе с ними где-то 500 метров, и то было видно, что здесь была зачистка от нефти, довольно сильная, но никуда не денешься, все равно Владимир Петрович Торлопов установил, что там нефть была, она оттуда вышла. Другое дело, может быть, с тех скважин давних, которые на территории этой промзоны, а их там 40, или же это виноваты сами нефтяники, это другой вопрос. Но тот факт, что из этой зоны, он для нас практически доказан, для них нет. У меня сейчас будет вопрос к Евгению. Евгений, вы с нами ведь? Да, с вами. Да, отлично, прекрасно. Во-первых, я хочу спросить, вот то, что сейчас описывал Николай, насколько это типичное поведение представителей добывающих компаний, наверное, вам тоже приходилось сталкиваться с этим, да? И второй вопрос, как можно надавить на добывающие компании в случаях нефтеразливых или других аварий на законодательном уровне? Ой, Лен, ну, во-первых, Лукойл не совсем только добывающая компания. Разве нет проблем в Ухте, например, с ухтинским НПЗ? То есть разве жители Ухты не ощущают вообще присутствие нефтезавода, находящегося на окраине? То есть проблем на самом деле много с нефтедобывающими, и, говорю, и с химическими компаниями. То есть сами просто так они, скажем так, не сдаются. Говорю. Я еще раз повторю, что степень влияния нефтедобывающих компаний и нефтехимических, то есть она очень большая. То есть, в связи с тем, что все-таки это их огромное присутствие в бюджете Российской Федерации на всех уровнях. То есть, как бы мы ни хотели сказать, то есть Лукойл пытается себя позиционировать как социально ответственная компания. Более того, Лукойл давным-давно уже интегрирован все-таки в экономику Европы. То есть, во-первых, их заправочные станции расположены в Европе достаточно много, то есть гораздо больше, чем Роснефть и прочее. Поэтому здесь рычаги давления со стороны международной общественности, они, я считаю, будут очень существенными. То есть мы можем ими воспользоваться как в политическом направлении, так и в экологическом. Ну, во-первых, я хотел сказать, что часть участников комитета спасения Туапсе, они являются, скажем так, представителями партии и фракции «Зеленой России».
То есть непосредственно, то есть я планировал, ну, завтра с Яблоковым переговорить, то есть мы все-таки напишем политические уже запросы в адрес как представителей Росприроднадзора, то есть отвечающих за контроль за соответственными этими нефтедобывающими компаниями, ну и бензинопроизводящими, так и в адрес, ну, главы администрации, чтобы, ну, Да, связь пропадает немножко. Именно экологического преступления, еще раз хочу повторить, то есть это нарушение Конституции, да, то есть на наши с вами возможности на охрану окружающей среды. То есть в данном случае ее охранять было некому, или те люди, которые должны были охранять, этого не делали. Следующий момент хотел бы еще раз обозначить, то есть я непосредственно, ну, написал уже запросы тем проектировщикам, которые планировали и проектировали санитарно-защитную зону вокруг новых, скажем так, строящихся объекта, ну и рядом с нефтепроводом, непосредственно связывающим Ухту и Яригу, да, то есть 38 километров, то есть мы еще пока с вами не установили до конца причину, да, что является причиной. То ли это действительно самая из каких-то непонятных скважин, но не с тех, которые реально показывают Лукойл, то ли это каким-то образом смыто или шламохранилище, или какой-то нефтесборник с территории промзоны Яриги, то ли это прорыв нового нефтепровода. То есть это тоже может быть, потому что, во-первых, раз прецедентов таких много, то есть у меня, вот, например, в прошлом году разорвался, даже не сданный в эксплуатацию, этот нефтепровод Транснефти, да, то есть объективно это еще более ответственное сооружение, если этот нефтепровод, который идет на Ухтинский нефтеперерабатывающий завод диаметром 330 миллиметров, там 800, то есть и через него вообще, то есть перекачивался огромный объем, то есть до сих пор его не сделали, то есть до сих пор он не эксплуатируется, то есть вопросов много, объективной оценки мы как бы получить не можем. Те характеристики, которые вот, то есть, подсчет фактического разлива в реку, ну и Малый Войвож, и дальше там Ижма, Ухта, то есть они действительно не дают объективной картины в связи с тем, что мы не знаем фракционный состав нефти, да, то есть что туда попало, то есть или это попал вообще тяжелый мазут, который, говорю, действительно ляжет и будет, по сути дела, гадить еще 1000 лет, да, может его придется собирать там нам с вами сапогами вместе взятые и нашим еще внукам. Или же это там бензиновая фракция легкой нефти, которая, ну, сверху только сверху собралась. И как-то уже дальше то есть влияние будет минимально. Следующий момент, то есть мы не знаем, то есть еще не запущен Ухтинский водозабор, да, то есть, фактически, то есть мы уже подтвердили то, что катастрофа является серьезной, что, были отключены скважины, то есть добыча воды, то есть из подруслого водозабора, то есть не велась. То есть, значит все-таки боязнь того, что это попадет, нефтепродукты попадут в питьевую воду, то есть она серьезная. То есть здесь тоже надо, то есть отдельно с водозабором работать, потому что, с водоканалом, с Ухтинским, потому что, вопросы серьезные, там, по примерным подсчетам, вот в мировой практике, то есть 1 литр бензина может испортить там 1 000 000 литров воды. Так что здесь, я говорю, еще раз повторюсь, то есть вы можете рассчитывать всячески на мою поддержку, то есть и я попытаюсь привлечь внимание именно интегрированных вместе с Зеленой Россией партий европейского сообщества. То есть у нас есть взаимоотношения, поэтому считаю это важным. И одна из первостепенных задач буду считать, что именно включение в состав комиссии, вот, которая обозначила уже 18 числа, то есть будут какие-то данные расследования там, и прочего, то есть именно представители комитета спасения Печоры, и мне бы хотелось, чтобы это все-таки перешло в русло хотя бы создания конструктивного диалога. Я хотела спросить... Я хочу добавить Евгению все-таки. Да. Мы еще не говорили вот о чем. Дело ведь в том, что в этих старых скважинах добывали тяжелую воду, радиоактивную. Да, и об этом сегодня ничего не говорится. И нет никаких официальных заявлений о том, какова радиация.
А И замерял уже почему-то кто-нибудь? в том-то и дело, что если замеряют, то нам не сообщают. Если не замеряют, то почему не замеряют? А это очень серьезный вопрос, потому что одно дело нефть проплыла, уплыла, а другое дело радиоактивная вода, и она осядет на дне. Поэтому это очень серьезный момент, который вот нас тревожит, и мы уже ищем приборы, чтобы самим померять. И второе, что еще я хотел добавить. Ну ладно, это потом. Продолжим. Хорошо, у меня тогда такой вопрос. Есть вообще у нас независимые организации, которые могут давать экспертные достоверные заключения, или вот все только официальные структуры? То есть Комитет по спасению Печоры, допустим, может быть такой организацией, ну или Greenpeace? Вот это самый сложный вопрос, потому что те, кто официально работают, согласятся ли, ну, скажем так, воспользоваться нашими данными. Они ведь как бы получают зарплату не от нас, а от власти. Поэтому это самый сложный вопрос. Хотя, если взять неофициальный вариант, мы это можем сделать, воспользовавшись этими же людьми и знаниями, но только это будет неофициальный вариант. Поэтому пока здесь ответа, чтобы мы нашли официальную организацию независимую, чтобы она сделала все нужные нам выкладки, пока вопрос не решен. Как у вас с Greenpeace и насколько вам помогает Greenpeace? Ну что, Greenpeace это же наша организация. В каком смысле? Валентина Томасовна Семяшкина, которая очень долго работала председателем, была очень активным, ну скажем так, общественником. И она вырастила Чупрова Володю в Печоре. А Чупров Володя теперь один из серьезных людей Greenpeace России. Поэтому я только сегодня с ним еще разговаривал по телефону. Будем связь держать. Да, кто-то из них будет, приедет ли на месте аварии, как именно они собираются вам помочь, как Greenpeace собирается помочь? Пока точно этот вопрос не решен, но то, что вот уже к нам едут они на наши протестные акции, да. Не, ну здесь и мы, и Greenpeace может помочь в каком плане? То есть, во-первых, мы можем оценить примерно, то есть масштабы катастрофы, да, то есть если сейчас будет зафиксировано, что уже нефтепродукты находятся в Печоре, то есть, ну, представляете, мы оконтурим, да, то есть уже почти половину республики Коми, то есть в целом, то есть это раз. Второй момент, у них есть, у Greenpeace несколько аккредитованных лабораторий, которые могут самостоятельно провести, взять анализы и провести какие-то изучения. Третий вопрос я уже обозначил, что я запросил проектировщиков, те, которые проектировали санитарно-защитную зону, то есть для вот этих объектов, с которых сейчас произошла утечка, то есть, ну, как они пояснят это все. То есть, в любом случае, та организация санкт-петербургская, которая, пока не буду ее обозначать, которая проектировала все для Лукойла, она проводила первоначальные изыскания, то есть и в части касающейся и радиации, то есть инженерно-экологические изыскания предпроектные, то есть они должны, ну, включают в себя все позиции, то есть именно определенное законодательство, и вот как раз ваши опасения, то есть была ли радиация там в воде, или была ли, то есть какое содержание там радона, прочего, и почему именно, то есть вот такие границы, то есть почему не взяли там больше, да, почему забор не поставили там еще в окрестностях, еще там 100 гектаров лишних не прихватили. То есть все это должно быть обосновано. То есть они не могут мне дать, ну, например, сами проектные материалы, потому что это, ну, представляют коммерческую ценность, то есть, наверное, там есть какие-то эксклюзивные, ну, и их документы, которые может дать сам Лукойл, а дальше уже будем просто дискутировать, что, ну, по каждому конкретному показателю, сколько, чего, когда, где было, и эту разницу уже дальше в общем этом балансе, то есть понять, да, то есть что было, то есть до аварии, то есть на реке Малый Войвож. То есть мы не знаем. То есть поэтому вот этот процент, вот сейчас вот мы знаем, что сейчас было. Плюс там порядок отбора проб немножко определенный, то есть есть определенные, ну, стандарты, по которым, ну, то есть общественники, в том числе я, хотя вот занимаюсь там инженерными изысканиями, в том числе экологическими занимался в области строительства. То есть он тоже определен. То есть, например, нельзя отбирать нефтяную пленку. То есть он разбиваешь.
Да, Евгений у нас опять пропадает немножко. Евгений, вы пропадаете? Алло? Отбирать с технического... Да, у меня вроде ничего не изменилось. То есть я вот как находился с вами рядышком. То есть это, наверное, что-то со скайпом. Вот, давайте вот тоже сосредоточимся на этих моментах, и я считаю, что мы способны сейчас довести вот это общественное, объективное расследование до логического завершения и понять, что будет дальше. И насколько социально ответственно в дальнейшем будет Лукойл по отношению, ну, и к вам, как общественникам, и, в принципе, к жителям Республики Коми. Евгений, Николай, у меня тогда вопрос к вам. Насколько вот эти данные, собранные общественными организациями, какие-то пробы взятые Гринписом, насколько все эти выкладки будут действенны в суде? Можно ли ими как-то прижать Лукойл к ногтю? И вообще, есть ли смысл идти со всем этим в суд? Ну, я, например, думаю так. Вот, кстати, еще пример. Вот в понедельник, когда встретились на брифинге с Полсветкиным и с мэром Ухты, наши товарищи, более сотни человек, 2,5 часа шума и ничего, никакого итога. И когда Владимир Петрович Торлопов подошел к прокурору и сказал: ну вот вы серьезный товарищ, давайте пойдемте вместе и посмотрим. Вот. И тот сказал: да, пожалуйста, вы дайте ваши телефоны, с вами созвонюсь, и в среду, где-то до 3 часов, мы поедем с вами, осмотрим все. До 5 часов вечера ждали звонка так и не случилось. Понимаете? То есть, если прокурор стоит не на стороне столь закона, сколь на стороне власти, то, соответственно, результатов ждать больших не приходится. И поэтому точно так же в суде. Я судился уже немалое число раз, и по выборным делам, и по экологии. И, к сожалению, там, где мы считаем факт, они говорят не факт. Вот. Поэтому вероятность в судах, я не думаю, что большая выиграть. Я думаю, вот единственный здесь более-менее нормальный вариант – это политически поставить борьбу именно с тем, чтобы привлечь международные организации и привлечь вот людей повыше. Евгений, что думаете вы? Я примерно то же самое думаю, но хотел бы дополнить. Я говорю еще раз, обращу ваше внимание, что сейчас у нас в сентябре выборы и в Государственную Думу раз, и и все-таки выборы нового губернатора Коми. И здесь вопрос можно поставить перед губернатором, то есть насколько, озабоченность той части населения республики именно деятельностью градообразующего, то есть республиканско-образующего бюджета предприятия, то есть у которого, находится там 58 месторождений лицензий, то есть он, практически огромное количество населения так или иначе связано с Лукойлом. То есть влияние власти и скажем так, самого Лукойла, то есть оно не ограничено ничем. То есть и на прокурора, и на следствие, там, и на Росприроднадзор. То есть здесь все что угодно может, мы к любому можем выводу прийти. Факт тот, что пока не создадим те условия, которые позволят нам сказать, что да, мы согласны, что вот именно произошло то-то, то-то, то есть общественники подтвердят, Лукойл подтвердит, прокурор подтвердит. То есть мы больше так не будем, или будем делать то-то, то-то, то. Вот у нас план мероприятий, который в дальнейшем не позволит такому случиться раз. И все, что мы плохого сделали, мы это, соответственно, компенсируем. И бюджету республики, и конкретным людям. То есть конкретных людей, то есть, там, в части, кто выловил там 3 рыбины, заменить их на нормальные, то есть этого не произойдет, безусловно. То есть влияние вот данной аварии, оно будет очень надолго растянуто во времени. Это раз. Во-вторых, задача, вот сейчас вот Лукойла, по крайней мере, по тем действиям, которые они делают, просто все это свести и весь протест на нет. Наша задача это держать как можно дольше и, понимая это, то есть привлекать как можно больше людей. То есть доносить до них информацию, что
это опасно не только сейчас для нас, да, для Братенкова, там, Торлопова, там, не знаю, Соловьева, Витишка, а опасно нашим детям, внукам, прочим, прочим, прочим. То есть это авария отсроченная во времени. Вот. И все наши действия именно должны быть направлены на то, чтобы все-таки привлечь внимание власти, вот еще сейчас почти не, то есть, скажем так, до конца нелегитимной власти республики к проблеме, раз. Все-таки привлечь и интегрироваться как-то в систему расследования вот, причин произошедшего ну, в рамках комиссии, два. Другого варианта, то есть судебные перспективы данного дела, они, ну, как вот скажем, то есть в прошлом году вот у меня, ну, явно чуть ли не весь город Туапсе чувствовал нефтяной выброс со стороны нефтеперерабатывающего завода Роснефти. Вопрос, когда стал вопрос, уже там стали задыхаться чуть ли не сама администрация, то есть, ну, померили, да, то есть это превышение допустимых концентраций есть, там по сероводороду, меркаптанам, прочим, 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 а ни одной лаборатории, то есть рядом расположенной, то есть которые имеют право, ну, мерить эти показатели, нету. И вот здесь тоже вопрос станет, что там кто имеет право, то есть вот давать эти, то есть насколько они легитимны, насколько они будут приняты в суде. То есть все это вопросы, которые взаимосвязаны друг с другом, то есть заранее надо понимать ну, ту цепочку событий, которые мы с вами планируем. То есть иногда мы специально как бы, ну, в каких-то гражданских активных акциях, то есть привлекаем, ну, сторонние организации, ну, например, там, у меня была там незаконная добыча гальки в реке Шахе. То есть, ну, я больше, то есть, от того добытчика я бил там транспортная инспекция. Казалось бы, то есть, ну, там экологический ущерб одно дело, то есть у меня нет механизма, мы используем какие-то другие механизмы. То есть, ну, в данном случае это, ну, я не скажу, что... Евгений, вы опять пропадаете, и вы уже немножечко, мне кажется, начали уходить. Да. В частности, да, ваш... Я хочу добавить, это опять, тоже извините. Да. Ага, значит, когда речь идет о выборах и использовании этого момента, то я, несмотря ни на что, скажу, что практически в данном случае это, ну, не даст результата. Почему? Потому что у нас единственный в Рио, который стремится занять кресло главы, остальные скоморовки, и поэтому, ну, в любом случае пройдет в Рио, и не кто-нибудь другой. И поэтому тут, конечно, будем работать, чтобы, ну, скажем так, он показал характер, вот. Но это тяжелый случай, потому что везде у нас, к сожалению, одна единая Россия побеждает, и его, так сказать, лидеры побеждают. Я напомню только, что после трагедии с шахтерами в Воркуте наш в Рио заявлял, что расследование должно быть прозрачным и честным. После этого последовала реакция Следственного комитета и извинения от администрации нашего в Рио. То есть я не стала бы так сильно в данном случае надеяться на местные республиканские власти, это мое мнение, да, а выводила бы, может быть, эту историю куда-то дальше, в том числе, учитывая 30-летие, да, Чернобыльской аварии и то, что это все сейчас на слуху, вот как раз если будут какие-то данные, хотя надеемся, что не будет, да, что есть какая-то радиация, что это как-то связано с радиоактивным заражением, может быть, авария, то вот надо будет эту тему всячески прокачивать на международный уровень. Да, я согласен полностью, да. То есть здесь я говорю, тоже попытаюсь помочь со всех сторон ухтинцам, то есть, ну, ухтинцам, печорцам, как это в республике Коми, так как ну, я люблю эту территорию, и мне интересно, чтобы она развивалась, была чистой, и все-таки мечтаю еще туда когда-то приехать. Так победим. Я думаю, что на этой оптимистической ноте, да, мы закругляемся, потому что разговариваем уже час. Евгения, мы очень будем ждать, когда у него появится возможность приехать в гости. Николай, что скажете вы напоследок нашим слушателям, зрителям?
М. Как бы ни была мала надежда, мы все равно будем стараться добиваться своего. У нас нет просто другого выхода. От всей души будем стараться. Ну, Да. я можно тоже скажу пару Что я- слов. Я вообще, когда затрагивают надежду, говорю, что ну, для меня надежда должна умереть первой. То есть, чтобы осталась одна вера в то, что мы действительно победим, то, что мы действительно на это способны, ну, иначе зачем жить? Поэтому я с вами, всячески буду вам помогать, и будем эту тему двигать. Спасибо. Да, спасибо за то, что были с нами. Спасибо, что тем, кто смотрел нас. Всем удачи. До свидания. Всего доброго.